Димаш Ахмедович, мы хотим вас поздравить также и с еще одним значительным событием, журнальным вариантом вашей книги, которая вышла в просторе. Скажите, когда вам впервые пришла идея написать мемуары? Видите, это я в журнальном варианте эту книгу писал. Мне на это мысль натолкнули депутаты. Я еще был депутатом в 1987 году во время сессии. Ко мне подходили старые мои знакомые, рабочие, ученые, многих товарищей, с которыми я работал на производстве еще, в Академии наук, в Совмине, в Центральном комитете партии. И главный толчок дал мне Олжас. Он мне посоветовал, поскольку у меня довольно солидный опыт, чтобы я это дело написал, оформил, чтобы я вспомнил молодые годы, годы творческой деятельности. Поэтому я решил написать. Димаш Ахмедович, мы знаем, что вы пережили нелегкое время после декабря 1986 года, когда вы были практически изолированы. Скажите, кого бы из своих близких друзей вы бы могли особенно отметить, кто оказал вам поддержку в таком? Ой, их там трудно перечислить, их очень много было. Хотя я был изолирован, но все-таки они ко мне пробивались, поддерживали меня, значит, подчеркивали мою невинность, мою правоту, отмечали мои заслуги. Так что трудно было все-таки изолировать меня. Я их могу трудно перечислить, их очень много было. Вы уже упомянули имя Олжаса Сулейменова. Как у вас... А я с большим уважением отношусь к Олжасу. Это крупнейший общественный деятель, прекрасный поэт. У меня с ним хороший контакт. И вообще-то, надо сказать же, он много делает для общего дела. Так что я считаю его одним из талантливых, крупных политических деятелей современного не только Казахстана, но и всей страны.